ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 7 марта, понедельник, начало Масленичной недели. Или сырной седмицы, как называли этот праздник наши предки. Еще несколько веков назад в этот день все русские хозяюшки начинали печь блины. Замешивание теста и выпекание было целым таинством. Теперь за блинами чаще ходят в кафе. Мы решили обратиться в одну из самых популярных блинных сетей города, чтобы узнать, как готовится масленичное угощение для ухтинцев. Секретами и трудностями профессии с нами поделилась блинопек Анастасия. А сложно научиться вот на этих блинницах делать правильно красивый блин? Ну, я бы сказала, да, есть немного. Вроде как смотришь, кажется, что легко, а на самом деле учиться надо долго. Действительно, дело непростое. Управляться с таким большим блином сложно. В этом я убедилась на личном опыте. Однако профессионалу хватает всего минуты на выпекание, столько же уходит на начинку. А их тут немерено. Есть традиционные для нашего народа с мясом, икрой или медом. А есть и с экзотическими наполнителями: итальяно, цезарь, банан с шоколадом. Но перед началом масленицы меню обновили все же исконно русскими вкусами. У нас две новинки блинов. Сладкие лесные ягоды и яблочный спас. И напиток новый сбитень. Это русский напиток на основе меда. Пожалуйста, приходите к нам в гости и жители нашего города. А еще здесь так дорожат своими клиентами, что украшают блины узорами. Мужчинам достается лакомство со звездами и машинками, а вот дамам с розочками. Эта идея принадлежит еще одной Насте. Блинопек с высшим техническим образованием подглядела ее в интернете и решила: нужно и своих гостей так радовать. Кстати, те действительно рады. Блинов тут за один только рабочий день выпекают не меньше 200 штук. К концу масленицы цифра увеличится в разы. Говорят, у такого успеха на этой кухне есть свой секрет. Блинчики тут делают с любовью.